Чем выше собираемость взносов, тем больше обновлений жилищного фонда. В Сибае ведется капитальный ремонт многоквартирных домов. Сдать нельзя выкидывать. На центральной площади города побывал «Экомобиль». Ценные и оригинальные. В Сибае прошел фестиваль башкирского национального костюма. Теперь об этом и другом более подробно в эфире городского телевидения выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Региональный оператор Башкортостана массово взыскивает долги за капремонт через суд. В текущем году в высшую инстанцию поданы иски о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт на сумму более 200 миллионов рублей, из которых взыскано более половины. В законе прописано, что каждый собственник помещения в многоквартирном доме обязан своевременно оплачивать взнос за капитальный ремонт. От добросовестного отношения граждан к этому вопросу зависит то, насколько полный регоператор сможет реализовать программу. В нашем городе капитальный ремонт домов находится в самом разгаре. Протекающая крыша многоквартирного дома по адресу улица Ленина, 1/1 доставляла много хлопот его жителям, особенно собственникам квартир на 5-м этаже. Минтифа Шарипова живет здесь с 2000 года. Именно из-за протекания крыши она когда-то переехала на 2 этажа ниже. 15 лет тому назад я жила на 5-м этаже, протекала. Ремонта давно не было. Отныне проблем с крышей у жителей данного дома не будет. Замена кровли близится к завершению. Этот адрес – один из тех 16 домов, в которых в этом году проводится капитальный ремонт. Общая сумма финансирования для обновления жилищного фонда, накопленная за счет ежемесячных взносов собственников квартир, составляет 56 миллионов 344 тысячи рублей. В перечне работ в основном ремонт крыши. Один дом – замена лифтового оборудования, индустриальная 12, и 2 дома – ремонт водоснабжения и водоотведения. По 2 домам ремонт водоснабжения и водоотведения подрядчик МУП «Сибайводоканал» закончил свои работы. Сегодня-завтра он эти работы сдает. Значит, Горняков 28 тоже подрядчик ООО «Сикам». Он закончил уже в феврале данные работы. На сегодняшний день у нас закончены, получается, порядка 6 домов. 8 домов в работе. Сегодня ремонт в 4 домах завершен, еще в 4 близится к завершению. В остальных замена мягкой кровли начнется с 1 июня. Собираемость взносов на капитальный ремонт в Сибае составляет 82%. Это считается средним показателем. Добавим, что объем и темпы ремонтных работ зависят от сознательности самих собственников квартир. Своевременная оплата квитанций – гарант скорейшего обновления вашего дома. Лена Кириллова, Гуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В городе продолжает свою работу антинаркотическая комиссия. Встречи со школьниками и студентами уже прошли в большинстве учебных заведений. В эти дни представители комиссии посещают предприятия города. Очередная встреча состоялась с коллективом АТП. Цель встречи городской антинаркотической комиссии с коллективами предприятий – это информирование работников о выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Сибая, об ответственности за распространение наркотических средств. Специалисты рассказывают о лечении и реабилитации наркозависимых лиц. Важное внимание уделяет теме профилактики. Очередными слушателями стали работники Сибайского автотранспортного предприятия. Молодые люди и девушки уже распространяют наркотические средства. Наказание за это по Уголовному кодексу от 10 лет начинается. То есть снисхождения никому никогда не было и не будет. Если человек все же попал в сети наркомании, помочь ему могут в наркологическом диспансере, где по желанию пациент может остаться анонимным. Подобные встречи помогают горожанам быть в курсе последних новостей и получать нужную информацию из первых уст. Предупрежден, значит вооружен. В тесном взаимодействии различных институтов общества и трудовых коллективов борьба с наркоманией будет более эффективной. Очень много сейчас эта зараза распространяется по всей стране. Мы понимаем, что корни этой заразы растут из Запада, от наших врагов. И в этом деле борьбы за здоровое будущее нашей молодежи мы сможем только при помощи горожан, при помощи сотрудников всех предприятий, всех учреждений, всех форм собственности. Поэтому информационная группа в составе Комитета по делам молодежи, в составе членов, представителей городского наркологического диспансера, отдела МВД по России, а именно отдела по незаконному обороту наркотиков, планирует обойти максимально большее количество учреждений. Мы уже сегодня были в Сибайском АТП, до этого мы посетили, общались с сотрудниками Сибайгаза. В дальнейшем будем общаться со всеми учреждениями города.
Ринат Музафаров, Данил Алибаев, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Накануне сибайцы могли совершенно бесплатно сдать вышедшие из строя ртутные лампы и другие изделия, которые содержат опасные вещества. В нашем городе побывал экомобиль, специально оборудованный под хранение и перевозку ртуть содержащих изделий. В квартирах и на лестничных площадках, в детских садах и школах, в учреждениях и на предприятиях. Повсюду сегодня используются энергосберегающие лампы. Их эксплуатация гораздо выгоднее, чем обычных ламп накаливания, но есть и свои минусы. В составе энергосберегающих находится ртуть, а потому просто выкинуть их на свалку значит нанести урон экологии. В Сибае, как и в большинстве городов республики, не имеется своего места утилизации таких отходов. И здесь на помощь приходит единственный в республике мобильный пункт по сбору отработанных ртутосодержащих изделий «Экомобиль», который в эти дни работает в Заурале. Социально значимый проект реализуется Министерством экологии и природопользования Республики Башкортостан совместно с предприятием «Табигат». С населением мы принимаем бесплатно, с юридических лиц вот только в этом году начинаем работать с юрлицами на коммерческой основе, собираем, но и договора заключаем. До этого, когда мы приезжали сюда, мы только с населением, с юрлицами просто договора заключались, но мы с сбором с юрлиц не занимались. Основная цель нашей акции – это приобщить, воспитать в народе, в населении отношение к опасным отходам. Их нельзя ни в коем случае смешивать и выбрасывать совместе с твердокоммунальными отходами. Они очень опасны для дыхательных путей. Как отмечают специалисты, население проявляет неплохую активность. В число приносимых ртутосодержащих изделий отработанные люминесцентные лампы, энергосберегающие светильники, использованы алкалайновые батарейки, ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы и многое другое. С лицея Рандек принесла лампы, так как понимаю, что они вредны для экологии. На энергосберегающие лампочки я перешла уже давно. Где-то, наверное, конечно, хотелось бы, чтобы они перегорали поменьше, пореже, но без этого никак. Поэтому где-то в течение года я собирала эти лампочки, потому что знаю, что в них содержится ртуть, которая опасна для здоровья человека, и никогда не выбрасываю их. У нас везде уже, во всех электроприборах лампы такие, пользуемся. Часто перегорела первая. Содержащие лампы, это, конечно, для всех, для окружающей среды является опасно, отравляет не только в школе, не только и дома, в частных домах. Но вот мы, как сказали, мы прошли, сдали, избавились, как говорится, опасный груз. Напомним, что данный проект начал свою работу в республике 7 лет назад. С тех пор каждый год более 7 тысяч опасных отходов утилизируются правильным и безопасным способом. Давид Фадеев, Данил Алибаев, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В любом костюмном комплексе каждого народа есть элемент, характерный только для него. Самыми колоритными украшениями башкирского костюма женщин являются нагрудники, которые не имеют аналогов даже в культуре родственных народов. Разновидность ярких и неповторимых элементов башкирского национального костюма сибайцы смогли увидеть накануне на втором открытом городском фестивале «Сесмеурем Сельтарем 2017». Организаторами столь масштабного и уникального мероприятия явились администрация города, Сибайский колледж искусств и школа сесенов Урал-Батыр Асии Гайнулиной. Нагрудник или сельтар – самая колоритная и яркая деталь башкирского женского костюма. Его изготавливали, нашивали на тканевую основу кораллы, бусы, ювелирные подвески, цепочки, раковины-ужовки, перламутровые пластины и пуговицы. Но особое внимание уделяли монетам, благодаря которым создается больше звона. Не зря существовала пословица, что башкирскую женщину сначала можно услышать, затем увидеть. Нагрудники передавались из поколения в поколение. Но теперь такой элемент в одежде увидишь редко и чаще всего только в музее. Зато творческие работы современных женщин, возрождающих национальную культуру, ничем не уступают древним аналогам. Нагрудники такие же яркие, уникальные, и на них можно увидеть редкие старинные монеты, чему позавидует любой нумизмат. На моем нагруднике очень много ценных монет. Некоторые из них подарили в Оренбурге. Вот, полюбуйтесь, это монеты со времен правления Николая I.
В свои работы искусницы вкладывают все мастерство, демонстрируя свое представление о прекрасном. Современные способы декорирования хоть и отличаются от того, что было прежде, но соответствуют всем канонам создания элементов праздничного национального башкирского костюма. В этом еще раз можно было убедиться на втором открытом городском фестивале башкирского национального костюма. Он проходил в течение всего дня и объединил народных умельцев из Сибая, Баймака, Зилаирского и Хайбулинского районов соседнего Магнитогорска. В рамках мероприятия состоялись мастер-классы, круглый стол по вопросам реконструкции башкирского национального костюма и дефиле. Столица нашей республики Уфа, многомиллионный город, почти миллионный город. Но при всем желании она не может быть средоточием возрождения духа, не может быть национального этого самосознания. Все-таки это происходит в глубинке, все-таки это происходит в местах традиционного бытования. Как не Зауралью, именно в Зауралье. Вот сегодня родилось это движение, женское движение, и я бы сказала, семейное, патриотическое, в результате патриотическое движение работы с национальным костюмом. Фестиваль пролетел на одном дыхании, дав каждому из его участников стимул для дальнейшего развития и самосовершенствования. Масштабность проведения доказала, интерес к народному творчеству только возрастает. Лена Кириллова, Гульхамитова, Альмира Ишкуватова, Радмир Сингулов, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. Совсем скоро наступит долгожданное лето. А это значит, что многих ребят, а в особенности воспитанников детского эколого-биологического центра, ожидают туристические походы. Для подготовки к ним на стадионе «Труд» прошли соревнования по туристической тропе. Какие испытания ожидали школьников, расскажет Евдокия Титаренко. Сложности и радости турпохода учат ребят мобилизовать свои силы, отрабатывать навыки выживания в экстремальных ситуациях. Проходя испытания, дети развиваются физически, а также укрепляют иммунную систему. Ежегодно педагоги детского эколого-биологического центра, которые традиционно проводят соревнования по туристической тропе, ставят перед собой такие задачи, как пропаганда здорового образа жизни, приобщение детей к активному познанию родного края, формирование экологической культуры и развитие национального самосознания у подрастающего поколения. Сегодня 4 возрастных группы выступают. М12 – это мальчики до 13 лет. Ж12 – девочки до 13 лет, М14 – мальчики до 15 лет и Ж14 – девушки до 15 лет. И вот по итогам соревнований в каждой возрастной группе призовые места. Получается первенство среди мальчиков, девочек, и итоговое тоже будет командное место. Участники соревнований, которыми стали школьники города, проходили все этапы по одному. Всего организаторами было заготовлено 10 участков полосы препятствия: навесная и параллельная переправы, движение по узкому лазу, паутина, ромб, рукоход. Также ребята показывали свои знания и умения в завязывании узлов и в изображении условных знаков бедствия. Дети научились делать узлы, развивали моторику рук и не терялись нигде. Я считаю, что такие мероприятия нужны для того, чтобы дети во время походов не растерялись и умели все правильно делать. Мы надеемся победить, так как мы готовились, и надеемся на победу. На примере увлекательных и непростых упражнений каждая команда учится решать общую задачу, вырабатывать тактику и стратегию ее решения. Всего участие в соревнованиях на туристической тропе приняли более 90 школьников. По итогам соревнований выявлены победители. Первое место заняли школьники гимназии-интерната, второе – учащиеся лицея имени Рамазана Умидбаева, а третье – ребята из школы номер 1. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. В ближайший понедельник на канале Сибайского телевидения будут вестись профилактические работы. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Всего вам доброго и берегите себя.